Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые слушатели, гости, пациенты. Разрешите всех участников круглого стола телемоста Якутск-Москва поздравить сегодня у нас, Международный день почек. Поздравляю всех наших слушателей, пациентов, коллег и всех уважаемых гостей, которые посвятили свою, скажем, жизнедеятельность болезни почек. Тема круглого стола – COVID-19 и почки. Кто в группе риска? Организатором данного мероприятия является Центр современной нефрологии и диализа. Целью круглого стола является обсуждение актуальных вопросов организации медицинской помощи нефрологическим больным в период эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-19. Задачами круглого стола обсуждение организационных и клинических вопросов лечения нефрологических пациентов с COVID-инфекцией, находящихся на заместительной почечной терапии, обсуждение доступности медицинской помощи нефрологическим пациентам в период пандемии COVID-19, вопросов совершенствования организации и обеспечения доступности метода перитонеального диализа для нуждающих больных как на уровне субъектов, так и на федеральном уровне. Модераторами данной организации являются я, Бурцева Марфа Николаевна, главный врач Центра нефрологии и диализа, Николай Николаевич Васильев, главный врач ГБУ РСЯ, Якутская республиканская клиническая больница, отличник здравоохранения Российской Федерации, заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации, заслуженный врач Республики Саха-Якутия. Модератором также является Галина Романовна Горецкая. Спасибо, Галина Романовна, что нашли время для присоединения к нам в мероприятие. Галина Романовна – заместитель председателя Межрегиональной общественной организации нефрологических пациентов «Нефролига». Приглашенными в данное мероприятие являются Ольга Афанасьевна Мельчинова, председатель Межрегиональной общественной организации нефрологических пациентов «Нефролига», Хатуя Святославовна Лаврова, председатель некоммерческой организации «Тулур». Приглашены на участие Евгений Михайлович Шилов. Евгений Михайлович, спасибо, мы очень признательны, что нашли время в вашем плотном графике и присоединились к нам. Профессор, главный внештатный специалист-нефролог Министерства здравоохранения Российской Федерации, отличник здравоохранения Российской Федерации, почетный президент Ассоциации нефрологов город Москва. Также хотелось бы поблагодарить Олега Николаевича Котенко. Спасибо, Олег Николаевич, что нашли время для нас. Главный внештатный специалист-нефролог Москвы и Центрального федерального округа Минздрава Российской Федерации, руководитель Московского городского научно-практического центра нефрологии и патологии трансплантированной почки, городской клинической больницы номер 52, город Москва. Также сегодня присутствует с нами Василий Петрович Игнатьев, главный хирург Министерства здравоохранения Республики Саха-Якутия. Мы послушаем выступление заместителя главного врача по лечебной части Центра современной нефрологии и диализа Ксении Дмитриевны Давыдовой. Также приглашена на участие с выступлением, с докладом Татьяна Викторовна Барашкова, заведующий отделением пульмонологии, врач-пульмонолог, терапевт высшей категории, отличник здравоохранения Республики Саха-Якутия, заслуженный врач Республики Саха-Якутия. В конце данного мероприятия мы будем отвечать на вопросы, обсуждения данной темы и, резолюцию данного мероприятия озвучит Николай Николаевич Васильев. Прошу, считаю открытым круглый стол. Прошу видеопрезентацию. Пожалуйста. В начале пандемии новой коронавирусной инфекции в 2020 году главный нефролог России Евгений Шилов заявил о том, что для людей с хроническими заболеваниями почек заражение коронавирусом служит очень высоким риском для жизни.
Алло. Здравствуйте. Да, слушаю. Хорошо. Принято. Хорошо. До свидания. 1 февраля текущего года вышел приказ Министерства здравоохранения Республики Саха-Якутия о маршрутизации пациентов, пострадавших новой коронавирусной инфекцией, находящихся на диализе, где был определен порядок организации медицинской помощи. В течение 2 лет значит, с коронавирусом мы боремся совместно значит, с пульмонологическим отделением, с отделением инфекционным отделением Якутской республиканской клинической больницы. Поступившие пациенты в пульмонологическое отделение получают диализ у нас в центре, поскольку мы находимся в одном и том же здании, это очень комфортно проводить гемодиализ, то есть лишние транспортные расходы, лишняя перевозка пациентов не требуется. Начало года мы встретились с новым штаммом омикрон. В это время наши 15 коек открытые были, которые в ноябре месяце, их было недостаточно. Начали массово болеть диализные пациенты в диализных центрах и начали массово к нам поступать. Да, это было тревожно, и по оперативному решению нашего Министерства здравоохранения, по поручению правительства республики, в результате сплоченной работы Республиканской больницы номер 1, Республиканской больницы номер 2, и Якутской республиканской клинической больницы совместно с нашим центром и значит, со всеми диализными центрами мы благополучно, развернув койки до 30 коек, да, и со стороны Республиканской больницы номер 2 были дополнительные койки развернуты со стороны, поручено было со стороны Министерства здравоохранения, нашего министра Леника Афанасьевой, да, то есть сплоченная работа в данный момент, буквально в военном, скажем так, режиме, да, гемодиализ в эти дни проводились мы вообще в круглосуточном режиме, да, все вот именно со стороны скорой медицинской помощи были организованы транспортировка пациентов, все вот сплоченно, создав группу, мы данный недуг победили, и на сегодня более-менее ситуация разрулилась. Напомним, что в ноябре 2021 года на базе нашего учреждения по приказу Министерства здравоохранения Республики Саха-Якутия было открыто инфекционное отделение для лечения пациентов с почечной патологией для тех, кто получает диализ и у кого положительный анализ ПЦР. В январе 2022 года эпидемиологическая ситуация изменилась. В нашей республике рост заболеваемости коронавирусом повысился. К тому же в республике был обнаружен омикрон. Руководством Центра современной нефрологии и диализа было увеличено количество коек. К нам в стационар поступают пациенты с терминальной почечной недостаточностью. Это пациенты, у которых почки не работают, и они получают заместительную почечную терапию методом гемодиализа или перитонеального диализа. Ну и эти пациенты относятся к группе особого риска течения коронавирусной инфекции. То есть у них коронавирусная инфекция протекает очень тяжело и, можно сказать, непредсказуемо. Здесь получают полноценное лечение по стандарту лечения коронавирусной инфекции, да, все противовирусные препараты. Сейчас у нас с момента открытия, с ноября 2021 года, у нас уже пролечилось 91 человек. Сейчас, когда идет спад, да, коронавируса, я бы хотела попросить всех пациентов своевременно вакцинироваться и не доводить заболевание до тяжелой стадии, то есть пневмонии, чтобы не было развития тяжелых форм пневмонии. Министерством здравоохранения Республики Саха-Якутия совместно с руководством Центра современной нефрологии и диализа, Якутской республиканской клинической больницей, Республиканской больницей номер 1 Национальным центром медицины, Республиканской больницей номер 2 Центром экстренной медицинской помощи, станцией скорой медицинской помощи было коллегиально принято решение о маршрутизации нефрологических пациентов и о развертывании дополнительных коек. В экстренном порядке были открыты инфекционные стационары в Центре современной нефрологии и диализа и РБ-2. Поток пациентов был настолько велик, что мы работали в круглосуточном режиме. Я благодарен своему коллективу, потому что они работали тоже в круглосуточном режиме. Кто-то работал каждую ночь, кто-то работал каждый день, потому не сменялись.
И никто не задал никаких вопросов, потому что не видели, насколько сложная эпидситуация у нас возникла в республике. И работали с полной отдачей и эффективностью. Вот. Также я благодарен своим коллегам, нефрологам, которые в трудные минуты пришли ко мне на помощь и тоже вместе со мной работали здесь круглосуточно. Вот. Также я благодарен Минздраву за оперативно оказанную помощь. Предоставлены нам были еще 2 аппарата искусственной почки, чтобы увеличить количество пациентов, которых мы можем брать на диализ. С терминальной стадии почечной недостаточности пациенты довольно тяжело протекает у них коронавирусная инфекция и непредсказуема. Поэтому вот они должны своевременно обращаться в медучреждение, то есть вовремя сдавать ПЦР, вовремя обращаться, и в наше инфекционное отделение они могут поступать по самообращению. То есть ПЦР положительный результат пришел, они могут сразу к нам подойти. То есть не дожидаться, пока их привезут, например, там, поликлиническая машина, да? Своим мнением о работе инфекционного отделения поделились пациенты, которые проходили в инфекционном отделении лечение от ковида. 3 раза переболела ковидом в период пандемии, и в 3-й раз я попала в этот центр самообращения. Себя почувствовала плохо в понедельник, вызвала врача с 1-й поликлиники, пришли, взяли анализы, и в среду ночью пришел СМС, то, что у меня положительный, анализ положительный. И недолго думая, в четверг утром я пришла в этот центр, и на основании всех анализов они меня приняли. Правду говорят, что врачи лечат не только лекарством, но своим отношением к больным. И вот со своим вниманием, своим профессионализмом врачей и всех работников, помощников, медсестер, санитарок. Так. Мы прошли, лично я прошла эту болезнь за 7-8 дней. Поступила я с температурами, самообращение. Тут меня очень хорошо лечили. В больнице все есть, то, что надо. И телевизор, и это. Персонал тут очень хороший. Я очень прошу своих больных, чтобы докторов своих слушали. Наши же доктора, это самые главные же люди. Они вот для нас все сделали, вот, чтобы все вот хорошо как-то вот лечение получить. Такое хорошее создали больницы. Поэтому я вас очень прошу, не тяните время зря. Надо обязательно слушаться своих любимых наших докторов. Ксении Дмитриевне очень большое ей благодарна за то, что она так за нами смотрит, как за маленькими детьми. Эти 2 прошедших года и по сей день здравоохранение Якутии направлено на борьбу с новой коронавирусной инфекцией и его последствиям. Как видите, сплоченность, консолидированный подход, поддержка и взаимовыручка медиков Якутии дают положительный результат. Ведь все действия и мероприятия проводятся во благо здоровья населения. Разрешите предоставить приветственное слово Евгению Михайловичу Шилову, профессору, главному внештатному специалисту Минздрава России, почетному президенту Ассоциации нефрологов, город Москва. Спасибо. Евгений Михайлович. Не слышно. А вот я сам. Все. Дорогие друзья, я с большим вниманием смотрел на открытие, получил огромное удовольствие. Поэтому позволю высказать несколько мыслей о самом мероприятии. Первое, что, конечно, спасибо за приглашение, тем более в таком составе. Олег Николаевич, Галина Романовна, да, это привычная команда, с которой нам приходится выступать
на различных мероприятиях. Еще раз всех приветствую, рад видеть, и я надеюсь, что наше участие будет крайне полезно в этом мероприятии. Второе, о том, что очень приятное начало, да, и вот как организована студия, участники, ролик вызывает очень хорошее впечатление. Надеюсь, что мы впишемся, наша команда, и оправдаем такую направленность мероприятия. Ну, несколько слов о сегодняшнем дне, о Всемирном дне почки. Впервые вот решением нашей профильной комиссии по нефрологии мы отказались от большого такого общероссийского форума, который уже порядка там с 2011 года, да, это было трудно отказаться. Уже все ждали, что будет центральное событие в Москве, да, и, в общем, возможности, несмотря на ковид, для этого были. Олег Николаевич, наверное, бы, как и в прошлом году, площадку нашел. Но сама идея Всемирного дня почки предполагает большую работу в регионах. И поскольку главные специалисты субъекта уже давно просили не объединять этот день с общероссийским мероприятием, вот с этого года действительно мероприятия региональные, да, они стали центральными. В частности, вот уже в Санкт-Петербурге проходят в эти дни московские конференции Московской ассоциации нефрологов в субботу будет, ну и так далее, и так далее, по всей России, и уже, так сказать, общероссийское наше вещание будет посвящено подведению итогов. И очень удачно, что вот как раз Республика Саха в этот день проводит свое региональное мероприятие, и выбранная тема, ну, самая актуальная, более актуального, наверное, трудно найти в сегодняшний день, потому что омикрон вот упомянули, что дальше будет, мы не знаем, но все во всем мире и в нашей стране, да, признают, что это еще надолго. Надо, я очень внимательно смотрел за решениями региональных органов управления здравоохранением, сортизация, почки искусственные дополнительные. Ну, все вызывает надежду, что вот таким содружественным усилиями врачебного сообщества и организаторов здравоохранения, ну, в общем, проблемы будут во многом решаться. Хотя, конечно, все очень с напряжением удается решать. Следующий момент, ну, в самом начале ролика был упомянут, что мною вот было заявлено о том, что больные ЗПТ являются группой наибольшего риска. И надо сказать, что это не только международная позиция. Мы имели к началу прошлого года уже собственную статистику. Она опубликована в журнале «Клиническая нефрология», да, общедоступная. И как оказалось, что заболеваемость среди наших больных на заместительной почечной терапии в целом имеется в виду, да, виды, она в 7 раз выше, чем в общероссийской популяции. Это очень важная цифра. Но более впечатляющие, более тревожные и вызывающие, должно вызывать особое внимание организаторов здравоохранения, смертность. 15-кратная смертность по сравнению с общей смертностью среди населения российской популяции наших больных на заместительной терапии. Вот. Причем эти показатели превышают показатели таких популяционных патологиях, как диабет,
там десятикратная смертность, да, превышение, сердечно-сосудистой патологии 12-кратной. Я, соответственно, ссылаюсь на данные от главного, от директора Института гепатологии академика Шестаковой Марины Владимировны и главного кардиолога Минздрава России Бойцова Сергея Анатольевича. У нас 15-кратно. Ну, это данные прошлого года, да. Мы вот сейчас только-только обрабатываем статистику, то есть данные уже позапрошлого, извините, да. За прошлый год, я думаю, они будут опубликованы. Ну вот что в целом с показателей заместительной почечной терапии косвенно мы можем увидеть, как ковид повлиял на нашу нефрологическую службу, я, наверное, могу показать, потому что статья в журнал отдана, я думаю, она в ближайшее время выйдет, и вот это наши общие данные с Олегом Николаевичем по президиум профильной комиссии, я, наверное, могу показать несколько слайдиков, если мне такую возможность предоставят. Пожалуйста, пожалуйста. Дадите? Да, конечно, Евгений Михайлович. Да, теперь, значит, вот мне надо найти. Наверное, вот это, да? Видно что-то? Да, видно. Видно. Ага. Ну, сейчас я выведу тогда на большой экран. Вот так как? Хорошо видно. Виден слайд? Да, хорошо ну, виден, Евгений Михайлович. Ну вот. Ну, тут художественно не доведено, надписи нет, но я постараюсь прокомментировать. И слева это демографические показатели Российской Федерации. Они, конечно, тут так специально для психологического впечатления немножечко вырезанные, растянутые. Наверху это население, в целом население вот за последние 5 лет. Как вы видите, еще до пандемии в 2019 году начались не очень благоприятные тенденции. Да, это отмечается и вице-премьером, и Голиковой Татьяна Алексеевна, да, что после тех успешных достижений в борьбе с сердечно-сосудистой смертностью, да, тем не менее, вот такие намеки еще были в преддиализный год, предковидный год, да, как вы видите, да, а с ковидом все-таки смертность 20-й, 20, особенно 21 год, прошлый, серьезно в Российской Федерации упал. От чего? Ну, это, так сказать, вопрос специального анализа, потому что ковид ковидом, но совершенно четко руководством страны, вице-премьерами, отвечающими за здравоохранение, отмечено, что избыточная смертность, не связанная только с ковидом, да, вот именно с теми проблемами маршрутизации пациента, переориентации врачей и стационаров в инфекционную зону, она тоже дает, к сожалению, о себе знать. То есть вот узкие специальности врачей оказались задействованы на борьбу с ковидом, и в итоге неинфицированные больные, конечно, ну так скажем, потерялись в какой-то. Хотя вот Олег Николаевич дальше будет говорить, в Москве зеленые зоны для нефрологических больных сохраняются, ну вот, может быть, той гармонии, которая была, наверное, уже достичь невозможно. И вот она, избыточная смертность на нижнем слайде. Значит, вот эти левые картинки – это Росстат. Это не наши данные, да, не наша профильная комиссия, совершенно официальные, опубликованные государственные данные. Но они очень
нужны для понимания того, что происходит с нашей популяцией больных на заместительной почечной терапии. Это правая половина слайда. Ну, наверху. Многие годы, да, когда у нас была единственная статистика российского диализного общества, мы видели, как достаточно активно развивается заместительная почечная терапия в Российской Федерации. Вот эти цифры, которые приводили руководители HDO, да, там рост от 6 до 9% за последние 9 лет. И уже вот по показателям наши, вы видите, как действительно повторялись за последние 3 года рост больных на заместительной почечной терапии. Вот эпоха ковида. Эпоха ковида, да, все остановилось, роста нет, даже тенденция к низу. Но это показатели на конец каждого года, да, что происходят именно абсолютные показатели. По этим данным представить нельзя. Это, в общем, будут специальный вот отчет о смертности, да, который я заранее анонсирую. Но косвенно можно сказать, что вот нижний – это количество больных, которые находятся на заместительной почечной терапии на миллион населения. И как вы видите, что при том, что и количество населения несколько снизилось, да, вот левый, прошу прощения, да, но тем не менее снижается и на миллион населения количество больных на заместительной терапии. То есть вывод какой? Что опережающими темпами убывает количество больных на заместительной почечной терапии. Вот. Этот слайд позволяет косвенно сделать такой вывод. Ну и некоторые общие показатели по Российской Федерации за 5 лет. Здесь внизу годы, да, 17, 18, 19, 20, 21, пятилетние. Евгений Михайлович, простите, Евгений Михайлович, мы видим первый слайд, рисунок 11. Вы, видимо, какие-то слайды новые, да. Не да, видим. только вот этот видите. Только вот этот видим. Да, но я Мы поняли, что это не по этому слайду уже комментарии пошли, поэтому я решила вот вас перебить. Да, слайд? Да. Давайте я как-то сейчас попробую перегрузиться, да. Потому что у меня еще будет слайд. Так. Ну, это вопрос всегда, как правильно, да. Прошу прощения. Заранее не прогнали. У нас нет никого из товарищей айтишников. Вот подскажет, как правильно соединиться. Ну ладно, попробую еще разочек. Остановить демонстрацию, да. Еще раз войду. Угу. Какой из них? Этот может быть. Или вот это. Давайте будем пробовать. Тут, как сейчас. Вот, теперь видим. Ну вот, да. Вот 17-го года, да, теперь видим. Да, на какой, прошу прощения, на какой нажать, да. Ну, вот здесь общие показатели за 5 лет по федеральным округам. Ну, поскольку у нас с вами сейчас Республика Саха-Дальневосточный входит, да, так и хочется оставить в Сибирском, ну, будем ориентироваться. Во-первых, вы замечаете, насколько ковидные годы, вот 2 последних, да, они практически в каждом федеральном округе, здесь показано общее количество больных
находящихся на заместительной почечной терапии в столицах и федеральных округах. Да, ну Москва, конечно, мощный регион. Вы видите, сама по себе большую часть, значительную часть больных на заместительной терапии себя забирает, да, вместе с Питером. Ну, конечно, Приволжский федеральный округ и центральный сами по себе тоже являются мощными. Дальневосточный не такой. Площадь огромная, да, я боюсь, сколько там Европ входит в Дальневосточный федеральный округ, но поскольку плотность населения из-за этого очень невелика, то абсолютные показатели, конечно, ниже. Ну, самое главное, что практически везде стереотипно ковидный период, видите, как откладывают, да, после бурного роста ежегодного, да, мы за последние 2 года получили практически везде, за исключением, может быть, Южного федерального округа, да, снижение общего количества больных, и Дальневосточный округ тут не исключение. На миллион населения здесь показано за последние 3 года, что происходит, да, с количеством больных. Ну, вот Дальневосточный округ, как вы видите, тоже попросил. Да? Москва, к сожалению, да, тоже вот количество больных из-за, наверное, повышенной смертности, да, тоже серьезно отрицательную динамику имеет. И, наконец, последний слайд. К нему надо относиться без грусти. Да? Это абсолютные показатели, которые в Республике Якутия количество больных на всех видах заместительной почечной терапии присутствует. Да? Ну, естественно, это связано с общим количеством населения. Если Москва с Новой Москвой сейчас там миллионов, ну, Олег Николаевич об этом будет говорить, там по 20 миллионов, наверное, уже, да, то, конечно, вот в целом население республики будет поменьше. И вот те данные последнего отчета за прошлый год, которые нам предоставляют главные специалисты, показывают место Республики Саха в общем количестве больных. Но, как вы видите, в общем-то, это недалеко от верхней двадцатки, я бы сказал. Да? Довольно серьезный вклад в общую мощность нашей нефрологической службы. Да? Вот видите, многие регионы, и Тюменская область, и Республика Крым, да, они вот гораздо ниже находится. Вот, пожалуй, то, что я могу сейчас для дальнейшего обсуждения показать. Если какие-то будут вопросы, всегда готов. А так пожелаю хорошей дальнейшей работы, да, нашей конференции, важность которую мы все оценили. И я очень хотел бы, чтобы материалы этой конференции мы разместили, во-первых, на нашем сайте профильной комиссии, ну и, наверное, Олег Николаевич, в журнале нужно будет в клинической нефрологии вот отчеты о днях почки в регионах тоже мы отразим. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, Евгений Михайлович, за предложение. Ваши предложения будут учтены. И спасибо, что еще раз благодарю, что нашли время для участия в нашем мероприятии. Очень признательны. Спасибо большое, Евгений Михайлович. Но мы продолжаем работать. Слово предоставляется Олегу Николаевичу Котенко, главному внештатному специалисту-нефрологу города Москва, Центрального федерального округа. Пожалуйста, Олег Николаевич. Добрый день, уважаемые коллеги. Безусловно, я хотел бы поблагодарить вас за предоставленную возможность выступить перед вами и поздравить с праздником
Международного дня почки, ну и, безусловно, всех присутствующих женщин, недавно прошедшим праздником 8 марта. Я вижу женщин в якутском здравоохранении много, впрочем, как и везде по России. Сколько у меня есть времени, насколько я могу рассчитывать, я тогда буду перестраивать, я, насколько понимаю, время ограничено конференции, да? Да, Олег Николаевич, 10 минут. 10 минут, ну понятно, рассчитывал побольше, но хорошо. Тогда не будем терять время. Немного хотел сказать о нефрологической службе города Москвы. Прежде чем говорить, какие последствия нам нанес ковид, я хотел бы о службе сказать. Как вы видите из этого слайда, служба достаточно мощная на 12-миллионный город. В системе городского здравоохранения 236 врачей, 437 нефрологических коек, 232 машинных мест для гемодиализа. Это в системе городского здравоохранения. Но я хотел бы сказать, что этого количества коек хватает более чем достаточно. Хватало до пандемии. И по отчетам от 2019 года у нас 25% коек занимали пациенты из регионов России, то есть только лишь 3/4. За тот короткий промежуток времени, в который я нахожусь главным нефрологом, это, правда, будет скоро уже 9 лет, нам удалось серьезно снизить средний койко-день с 37, который был в 2012 году, до сейчас по городу это занимает 7-8 койко-дней среднее пребывание пациента на койке. Обусловлено это тем, что созданием отдельных центров консультативно-диагностических отделений при стационарах. И поэтому такая вот гибкость. Цифры, я надеюсь, вы все уже увидели. Ну, такая динамика развития была достаточно бурная, приличная. Но Москва, в отличие от других регионов России, делает приоритет не на развитии гемодиализа, а на развитии трансплантации почки. Поэтому доля гемодиализа у нас значительно ниже по сравнению с другими регионами России, а трансплантация почки у нас является в приоритете. Особенностью нефрологической службы города Москвы является также то, что мне, как главному нефрологу, подчиняются все заместительные терапии в отделениях реанимации. И мы с 2016 года начали серьезное оснащение отделения реанимации аппаратами искусственная почка. И вы видите на вот таком маленьком слайде число увеличений. Мы, конечно, не знали и не ожидали, что у нас будет пандемия новой коронавирусной инфекции. У нас были другие цели оснащения реанимации города Москвы. Но это очень пригодилось, так как во всех многопрофильных стационарах города Москвы имеется не менее 2, а и то и более аппаратов искусственной почки. В многих отделениях доходит в некоторых стационарах до 20. Ну вот случился COVID-19, очень серьезное заболевание, которое в силу своего патогенетического патогенеза поражает и в том числе и почки. Нарушение коагуляции ведет и к поражению почек. Но и, конечно, страшно то, что сам по себе цитокиновый шторм, он обладает повреждающим действием на почку. Ну еще и, конечно, на первом этапе лечения, первых этапах городских, когда мы не знали, как правильно лечить ковид, этого не знал никто. Я здесь вот в правой части слайда привожу рекомендации Американского общества нефрологов, где предлагали совершенно абсурдные вещи, которые просто невозможно было соблюдать. Это сокращение диализного времени, там чего только не рекомендовали они. Но понятно было, что нам надо было вырабатывать собственную систему. Но на первом этапе безудержное применение различных лекарственных средств приводило к развитию острой почечной недостаточности, которая требовала особого внимания. В Москве
Фактически сразу, как только была объявлена пандемия, было принято ряд приказов. Мое очень такое объемное информационное письмо, по сути дела, это тоже своеобразный приказ о правилах и действиях в очагах эпидемии, диализных центрах, организации консультативной помощи. Тоже одновременно уже 23 марта была опубликована маршрутизация пациентов на программном гемодиализе, распределены стационары. Ввиду такой вот лавинообразной инфицирования, то, конечно, приходилось закрывать многопрофильные стационары. Вы видите, красным цветом на карте Москвы обозначены те стационары, которые были закрыты на ковид-госпитале. Желтым цветом – это те стационары, которые продолжали работать в режиме для неинфицированных пациентов. Мы рассматриваем это как чрезвычайно важную часть нашей работы, чтобы пациенты, не инфицированные ковидом, не пострадали во время пандемии. То есть, кроме организации помощи пациентам с инфицированными, задача была продолжать в полном объеме оказывать помощь для неинфицированных пациентов. Одновременно с этим мы несколько изменили систему консультативной помощи, создали специальные телефоны связи для пациентов нефрологического профиля, находящихся на патогенетической терапии, находящихся после трансплантации почки. Увеличили выписку необходимых лекарств на 6 месяцев вместо 3 месяцев. Осуществляли забор крови на дому, автоволонтеры были. Я рассказываю о период, самый тяжелый период, это 2020 год, когда в режиме изоляции пациенты не могли оказывать достаточную помощь. И мы работали в режиме онлайн, и в этот момент мы организовали точно так же платформу Трансплант.нет. Правда, она работала уже с 2019 года, и дистанционное наблюдение было подключено 149 пациентов. Но в марте 2020 года такое моментальное подключение 500 пациентов. Вы видите на тексте слайда, что она из себя представляет. Это очень прогрессивная платформа, которая позволяет поддерживать контакт с пациентом. Именно технология телемедицины по принципу врач-пациент. Не врач-врач, а именно врач-пациент. Должен вам сказать, что это правительство Москвы, это было несколько нами оценено. И сейчас мы уже получили грант от правительства Москвы для дальнейшего развития этой технологии, касающейся уже пациентов и диализных, и перитонеальный диализ. Мы уже начали это работать и продолжаем работать. Таким образом, вот именно Трансплант.нет в условиях пандемии сыграл очень важную роль. Несколько результатов. Евгений Михайлович уже это демонстрировал, показывал, что не так все радужно и прекрасно было у нас, особенно то, что Москва встретилась первой, можно сказать, и потом Москва – это такой большой хаб, куда слетали со всего мира наши отдыхающие и работающие за границей, они привозили различные штаммы, поэтому у нас случилась, конечно, на первом этапе достаточно очень высокая летальность, особенно среди пациентов на программном гемодиализе. Ну и понятно почему. Пациенты, которые не могут быть изолированы, они вынуждены были посещать отделение гемодиализа, но в дальнейшем летальность у нас постепенно снизилась, и мы дошли, все-таки уже в конце 2021 года летальность составила уже 7%. Здесь я просто это не показал. Но хочу сказать, что мы нисколько не останавливались по трансплантации почки и продолжали делать трансплантацию почки. И, как вы видите,
трансплантация почки как вид заместительной почечной терапии оказался наиболее рациональным для лечения больных на заместительной почечной терапии. Летальность у них была наименьшей. Ну вот вы видите, это результаты 2020 года, динамика по месяцам летальность, она была в пике, это май-июнь, это было наиболее тяжелые месяцы у нас в Москве. Вы видите степень инфицированности. Обратите внимание, что пациенты после трансплантации почки инфицированы в наименьшей степени. Люди смогли обеспечить собственную изоляцию. А вот по летальности, в принципе, больших различий нет, хотя, обратите внимание, на перитонеальном диализе летальность все-таки была достаточно высокой. Таким образом, я завершаю, так как мало времени, и я вот на этом слайде немножко суммировал те предложения, те выводы, которые мы вынесли по организации помощи пациентам в Москве нефрологической ПРО. Это и выделение специальных отделений. Невозможно оказывать помощь в отделении диализа неинфицированным, инфицированным. Необходимо выделение специальных. Это организация дистанционной работы и увеличение возможности лекарственного обеспечения и забора. И в то же время один из главнейших пунктов – это продолжать нефрологическую помощь в прежнем объеме для пациентов неинфицированных. Именно поэтому я говорил то, что нефрологическая служба Москвы обладает достаточно высоким запасом прочности, и мы организовывали это вот таким способом. Благодарю за внимание. Спасибо, Олег Николаевич, спасибо, очень информативно, коротко, ясно, лаконично. И, Олег Николаевич, я бы хотела добавить, да, в плане того, не добавить, а отметить, наверное, в рамках круглого стола, что в конце 2021 года мы с вами встречались в рамках деловой встречи, решили с городской клинической больницей 52 города Москвы заключить соглашение о сотрудничестве в рамках обмена опытом, в рамках обучения специалистов. Олег Николаевич, пожалуйста, вот 2 слова, видение ваше по перитонеальному диализу. И очень я заметила и даже себе отметила, что данная больница приоритет делает не на гемодиализ, а на трансплантацию. И вот наши планы, вот ваше видение, пожалуйста. Да, благодарю вас, Марфа Николаевна. Мне было очень приятно с вами встречаться и обсуждать проблемы, которые стоят перед нефрологической службой, будь то Москвы, Якутии, либо другого региона России. И мы должны научиться считать деньги. Для того, чтобы качественно и в полном объеме предоставить помощь нашим пациентам, мы должны прежде всего разумно распределять наши средства, насколько это возможно. Тем более в нынешней ситуации, которая сейчас происходит в стране, мы должны, наверное, все свои действия делать обдуманно. И поэтому, вероятно, наверное, тут никто не может с этим поспорить, мы должны друг другу помогать. Помогать – это использовать опыт. Вот вы накопили замечательный опыт, вы прекрасный ролик показали, было очень приятно видеть, что вы достойно встретили ту угрозу, которая на нас навалилась. И уверен, что и нам тоже будет интересно какие-то моменты это осмотреть. Но что касается приоритета выбора заместительной почечной терапии, не вызывает сомнений, что трансплантация почки дает более качественную жизнь пациентам, это с одной стороны. Экономически она намного более выгодна, чем любые виды диализной терапии. И поэтому приоритет, конечно, должен быть за трансплантацией почки. Организация ее тоже вполне реальна. Но если говорить о выборе диализной терапии, то, конечно, спросите любого трансплантолога, какого пациента он предпочитает, с гемодиализом или на перитонеального диализа. И он ответит вам, конечно, перитонеальный диализ.
Пациент на перитонеальном диализе, он более приспособлен для трансплантации почки, хотя бы лишь только потому, что у него нет никаких контактов с искусственными мембранами. Его иммунитет не проходит такую, условно говоря, тренировку перед трансплантацией. И пациент на перитонеальном диализе получает более физиологичный метод лечения, чем гемодиализ. Все-таки, согласитесь, жизнь на синусоиде, гемодиализ накопил, удалил, а перитонеальный диализ обеспечивает постоянное очищение от шлаков и достаточно хороший режим баланс, электролитный баланс. Поэтому, конечно, если мы будем исходить из экономики здравоохранения, что сейчас просто необходимо, и делать приоритет на трансплантацию почки, то большинство пациентов при отсутствии у них медицинских противопоказаний для перитонеального диализа должны быть на перитонеальном диализе. А гемодиализ – это для тех пациентов, которым невозможно в силу определенных показаний проводить перитонеальный диализ и невозможно делать трансплантацию почки. Поэтому вот наши с вами контакты, мы будем очень рады, если мы окажемся полезными для вас. 52-я больница готова делиться своими знаниями, и мы будем очень рады ознакомиться детально методами работы вашим опытом оказания помощи пациентам. Я уверен, что лишнего опыта не бывает. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, Олег Николаевич. Спасибо за участие. Спасибо еще раз коллегам Евгению Михайловичу, Олегу Николаевичу за очень содержательную информацию. И действительно очень полезно в плане того, что и опыт Москвы мы видим. И сегодня, значит, с опытом нашей республики приглашен, значит, на участие в круглом столе Василий Петрович Игнатьев, главный хирург Министерства здравоохранения Республики Саха-Якутия. Спасибо. Пожалуйста, Олег Николаевич, Василий Петрович. Добрый день, глубоко уважаемые участники круглого стола. У меня короткая очень информация по организации заместительной почечной терапии в период пандемии в нашей республике. Ну, также хочу повторить. Как слайды переключать? Следующий слайд, пожалуйста. Также у нас работа началась практически с самого начала пандемии. У нас первый пациент в республике появился 15 марта, по-моему, 2020 года. И, соответственно, с активным участием профессионального сообщества, медицинских организаций был подготовлен, издан приказ об организации мероприятий по предупреждению распространения COVID-19 в гемодиализных центрах. Естественно, он был издан в соответствии с рекомендацией именно профессионального сообщества нефролог российского. Ну и, естественно, в приказе утверждались, как уже отметили коллеги, основной упор был направлен на предупреждение инфицирования, то есть утверждались алгоритм скрининга пациентов перед входом в гемодиализные центры, конкретно регламентировались именно меры предосторожности, которые необходимо предпринять. Определялись правила изоляции пациентов с подозрением на инфицирование, которые еще не верифицированы, правила поведения пациентов, рекомендации именно для пациентов. Ну и, естественно, определялся наш именно республиканский порядок организации заместительной почечной терапии и схема маршрутизации. Конечно, я не буду останавливаться на подробностях санитарно-эпидемиологических мероприятий.
Наш республиканский порядок организации медицинской помощи пациентам, находящимся на СБТ, соответственно, был направлен на сортировку пациентов, соответственно, на неинфицированных, пациентов с подозрением и пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Тут я должен отметить, что в самом начале при обдумывании, принятии решений у нас был выбран именно путь, который вот рекомендовали из имеющихся гемодиализных центров в городе Якутске. Здесь у нас имеется их, как сказать, 3, плюс 2 больницы. Был выбран гемодиализный центр, ну, или как называется, самой судьбой он был выбран. Дело в том, что Центр современной нефрологии и диализа у нас расположен в Якутской республиканской клинической больнице, которая была определена изначально, уже с самого начала пандемии, как центральный ковидный госпиталь республики. То есть именно там были сконцентрированы все кадры, вся помощь самым тяжелым пациентам и так далее. Ну и, соответственно, именно таким путем была выстроена маршрутизация. Значит, после того, как у пациента появлялись симптомы, лихорадка неясного генеза, пневмония, возможно, там клиника ОРВИ и так далее, проводились диагностические мероприятия, соответственно, или в больницах, или медицинскими организациями первичного звена. В это время пациент находился на заместительной почечной терапии в диализном центре, к которому он был приписан, с основным условием, что к нему применяются необходимые меры по изоляции, временные и пространственные, соответственно. Ну и человек, пациент с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией у нас направлялся на гемодиализ в Центр современной нефрологии и диализа, который расположен в 4-м корпусе РКБ. Также я должен отметить, что с самого начала условия, которое поставлено Министерством здравоохранения Российской Федерации, обусловлено именно тем, что данные пациенты являются почти одной из самых высоких групп риска. Госпитализация этих пациентов была обязательна с самого начала. И мы очень много усилий прикладывали, чтобы госпитализированы были именно все пациенты, вне зависимости от тяжести формы новой коронавирусной инфекции и количества пациентов. То есть за эти 2 года было принято довольно-таки много оперативных решений, плановых решений. То есть в начале пандемии мы всех госпитализировали в центральный ковидный госпиталь, как я уже сказал, по мере роста переживания вот этих волн вспышек инфицирования. Мы, соответственно, организовывали, открывали, закрывали стационары для пациентов с бессимптомной, легкой формой заболевания, чтобы они получали также соответствующее нефрологическое лечение, чтобы их можно было транспортировать на диализ в Центр современной нефрологии и так далее. Вот это изначальная схема, которая была еще принята в 2020 году. Соответственно, ну, здоровый человек, человек с подозрением, человек с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Соответственно, она немножко менялась, там нормативно-правовых актов было издано довольно-таки много. У нас, как я уже сказал, открывалось 3 стационара для пациентов, находящихся на заместительной почечной терапии с новой коронавирусной инфекцией, протекающей в бессимптомной, легкой и средней тяжести. То есть в настоящий момент это приоритетный стационар, именно Центр современной нефрологии и диализа.
Но на пике заболеваемости это также были временные стационары республиканской больницы номер 2. И даже стационар был на базе детской городской больницы. Там, конечно, врачи участвовали других медицинских организаций в лечении. Это так, к слову. Последняя волна, вспышка инфицирования при омикроне, она у нас протекала очень бурно, то есть там экспоненциальный рост заболеваемости пациентов буквально в течение недели, резкое увеличение количества инфицированных пациентов, стремление всех этих пациентов, естественно, госпитализировать, привело к тому, что, значит, пришлось также коллегиально с профессиональным сообществом, с медицинскими организациями предпринимать экстренные меры. Как уже Марфа Николаевна сказала, действительно ситуация была приближена к боевым. Перешли на круглосуточную работу в нашем как ковидном диализном центре. Соответственно, экстренно туда доставляли аппараты дополнительные. И в ожидании дальнейшего экспоненциального роста мы, соответственно, решили, что другие гемодиализные центры также надо подключать, что, возможно, у нас будет и 100, и 200 инфицированных одновременно. У нас на пике было больше 80, насколько я помню, но до такого кардинального количества, слава богу, не дошло. Вот этот вот последний приказ с разрешением проводить гемодиализ при отсутствии диализных мест в Центре современной нефрологии и диализа в других гемодиализных центрах, он практически, конечно, помог, буквально несколько дней, неделю. Вот, прошло у нас несколько пациентов в других диализных центрах. Но в настоящий момент у нас наблюдается некоторый спад инфицирования, и благодаря расконсервации дополнительных аппаратов в Центре современной нефрологии и диализа, благодаря расширению койко-мест и так далее, сейчас мы обходимся силами именно Центра современной нефрологии и диализа. Также я хочу добавить, что я все время говорю, что именно пациенты с бессимптомной, легкой, средней формой тяжести заболевания у нас находились на лечении в Центре современной нефрологии и диализа, в других стационарах легких, а пациенты маломобильные, нуждающиеся в активной кислородной поддержке, пациенты с тяжелой формой заболевания, они у нас все госпитализировались именно в 3-4 корпуса Якутской республиканской клинической больницы. И, соответственно, никаких сложностей с транспортировкой и так далее отсутствовали, потому что именно прямо вот в тех зданиях у нас и находится центр ковидный, диализный. Ну, вкратце на этом все. Мы очень много обсуждали в министерстве, вот как по рекомендациям Олега Николаевича, открытие провизорного отделения, но, возможно, в этом году это и получится сделать, потому что изначально мы не смогли этого организовать только из-за отсутствия необходимого коечного фонда и кадрового резерва. Спасибо. На этом все. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо, Валерий Петрович. Значит, дальше слово предоставляется заместителю главного врача по лечебной части Центра современной нефрологии и диализа Ксении Дмитриевне Давыдовой. Пожалуйста, Ксения Дмитриевна, очень коротко, ясно, лаконично. Добрый день, уважаемые коллеги. Центр современной нефрологии и диализа является специализированным центром для оказания квалифицированной нефрологической помощи пациентам, страдающим заболеваниями почек.
Деятельность центра ведется на основании лицензии от 17 декабря 2019 года. Структурные подразделения центра – это нефрологический кабинет, гемодиализное отделение, инфекционное отделение и филиалы нефрологического кабинета в районных центрах. Так, нефрологический кабинет. Функции нашего кабинета – это оказание специализированной медицинской помощи пациентам с почечной патологией, оказание консультативной, диагностической и лечебной помощи, диспансерное наблюдение больных с нефрологическими заболеваниями, отбор и направление больных на стационарное лечение, специализированные медицинские организации для оказания специализированной медицинской помощи, определение сроков начала заместительной почечной терапии и консультации больных на предмет выбора ее. Это гемодиализ, перитониальный диализ или превентивная додиализная трансплантация, учет больных, ожидающих начала диализа, и ведение пациентов, получающих заместительную почечную терапию методом перитониального диализа. Так, структура диспансерных больных. С момента открытия кабинета с 2020 года по настоящее время к врачу-нефрологу обратилось 2800 пациентов. Из них 172 человек выявлено, у 72 человек выявлено снижение скорости клубочковой фильтрации. То есть с хронической болезнью третьей стадии выявлено у 99 человек, это 57,6% больных, на четвертой стадии 43 человека и на пятой стадии у 30 больных. Структура выявленных ХБП. На первое место среди хронической болезни почек занимает хронический гломерулонефрит, которая выявлена у 38 пациентов. На втором месте сахарный диабет у 32 человек и на третьем месте гипертоническая болезнь. Ну и там неясные этиологии, там 6,9% на фоне хронического пиелонефрита, тубулоинтерстициальный нефрит, ишемическая нефропатия есть, мочекаменная болезнь, паранеопластический синдром, микроскопический полиангиит на фоне гепатита. Так. В рамках обеспечения доступности нефрослужбы в районах нашей республики за период с 2020 года по настоящее время заключены 8 соглашений о сотрудничестве в части открытия нефрологических кабинетов в следующих районах: Амгинский, Чурапчинский, Усалданский, Сунтарский, Ленский, Алекминский и Хангаласский и Нюрбинский улусы. Так. Ну и задачами выездной работы нефролога являются раннее выявление патологии почек на местах в связи с нехваткой врачей-нефрологов в районных больницах, диагностика и коррекция лечения нефрологических больных в отдаленных территориях, выработка плана дальнейших профилактических мероприятий, информирование специалистов на местах методом ведения пациентов с больных почечной патологией. Так. В рамках раннего выявления патологии почек при осмотре врачом-нефрологом на местах проконсультировано в Хангаласском улусе 55 пациентов, из них на диспансерное наблюдение взято 32 пациента, что составляет 58,2%. В Чурапчинском улусе 127 человек проконсультировано, из них 53 пациента взято на диспансерное наблюдение. В Ангинском районе 35 человек, в Усалданском районе 61 человек и в Ленском районе 18 человек. Так. И следующим нашим направлением является перитониальный диализ. Для снижения риска инфицирования больных коронавирусом и предотвращения распространения этого типа инфекции в популяции больных на 5-й стадии с 2020 года совместно с РБ номер 1 в нашем центре был введен автоматизированный перитониальный диализ и патронажное сопровождение на дому. Так. В нашем центре получают заместительную почечную терапию методом перитониального диализа 31 пациентов, из них 4 пациента на постоянном амбулаторном перитониальном диализе и 27 пациентов на автоматизированном перитониальном диализе. И 20 человек находятся в городе Якутске и 11 человек в районах республики.
Так. Для пациентов, которые прикреплены в нашем центре, имеется патронажная служба, которая выезжает на дом и проводит обучение, осмотр, консультацию, и также ведется дистанционный мониторинг программой SheResource. Так. Гемодиализное отделение. И с апреля 2020 года Центр современной нефрологии и диализа по приказу Министерства здравоохранения работает в режиме красной зоны. Так. За период с 5 февраля по 1 марта 530 больных получила программный гемодиализ с коронавирусной инфекцией. Из них 72 пациента – это впервые ввод в программный гемодиализ. Среди пациентов, страдающих хронической болезнью почек, получающих методом программный гемодиализ, вакцинированных было 12 человек, что составило 2,7%. Так, инфекционное отделение. По приказу Министерства здравоохранения от 17 ноября 2021 года открыто инфекционное отделение для пациентов с патологиями почек. В инфекционное отделение с период с 18 ноября 2021 года по сегодняшний день поступило 105 человек. Из них 13 пациентов переведены в ЕРКБ в связи с ухудшением ковидной пневмонии. Так, гендерные возрастные характеристики пациентов возрастной группы. Ксения Дмитриевна, время. Угу. Сейчас я быстренько докончу. Ну и лечение COVID-19 проводилось в соответствии с протоколами временных рекомендаций совместно с пульмонологическим отделением ЯРКБ. Этиотропное лечение проведено у 97 пациентов, патогенетическое лечение 78 больным и антибактериальная терапия у 30 больным. Все, спасибо за внимание. Спасибо, Ксения Дмитриевна. Я дополню. Видите цифры, да, по инфекционному отделению, если 100 пациентов, то здесь я поясню, что инфекционные койки в нашем центре были открыты конкретно только для пациентов с патологиями почек в ноябре месяце 2021 года в рамках снижения смертности от ковид для пациентов, получающих заместительную почечную терапию. Конечно, эти мероприятия значительно снизили и значительно облегчили течение заболевания для данной категории пациентов. По выездной работе добавлю, что действительно, если где-то там 30 человек осмотрено, 11 человек осмотрено, но эти мероприятия в рамках, опять же, противоэпидемических, в рамках, в целях раннего выявления патологии были в перерывах между ковидом. Ковид, значит, получается военная ситуация, чрезвычайная ситуация, ограничение, значит, выездов, ограничение самоизоляции. В рамках вот этих всех мероприятий наш центр не прекращал амбулаторный прием, наш центр не прекращал ведение перитонеального диализа, и я очень благодарна руководству Республиканской больницы номер 1 Национального центра медицины нашей республики в том, что действительно, значит, мы не прекращали ведение на перитонеальный диализ пациентов. Вот. Если вот на сегодня Олег Николаевич говорит, что не прекращалась в период пандемии трансплантация, да, Олег Николаевич, я же правильно поняла, в 2020 году я видела по слайду у вас значительное количество трансплантированных пациентов, то в нашей республике по перитонеальному диализу активное ведение, значит, совместно с медцентром нашим, с Республиканской больницей номер 1, мы вводили перитонеальный диализ в нашу республику, притом активно. На сегодня, если в республике находится около 40 пациентов на перитонеальном диализе, то 31 человек прикреплены в нашем центре. Спасибо. Татьяна Викторовна Барашкова, заведующая пульмонологическим отделением, врач-пульмонолог, отличник здравоохранения Республики Саха-Якутия, значит, с докладом по поводу анализа лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Спасибо. Слушаем. Спасибо, Марфа Николаевна. Добрый день, уважаемые коллеги. Разрешите вкратце рассказать работу, значит, отделения пульмонологии Якутской республиканской клинической больницы за 2020-2021 год, и в том числе оказание помощи для пациентов с хронической болезнью почек.
Ну, наша больница первого пациента с подтвержденной ковидной инфекцией встретила 17 марта, который поступил в инфекционное отделение нашей больницы. И 8 апреля 2020 года было сформировано отделение пульмонологии с отделением реанимации интенсивной терапии, которая оказывала помощь для пациентов с тяжелым течением COVID-19. То есть к нам в основном поступали пациенты с пневмониями, с поражением КТ-3-4. И в то же время совместно с Центром современной нефрологии и гемодиализа к нам поступали, начиная с 8 апреля, уже пациенты с подтвержденной ковидной инфекцией, которые находились на программном гемодиализе. И на сегодняшний день наше отделение функционирует на 160 коек и плюс 30 коек отделения реанимации интенсивной терапии. Но основные наши показатели какие? За эти 2 года, конечно, год был очень трудным, насыщенным, эти 2 года. Да? Если в 2020 году через наше отделение выбыло больных 2723, то за 2021 год у нас на 30% количество больных увеличилось. То есть у нас пролечилось 3845 пациентов. И, к сожалению, с увеличением количества пациентов, с утяжелением течения пневмонии у ковидных больных, конечно, летальность у нас повысилась практически на 11%. У нас за 2021 год летальность выше стала. Ну, по составу больных по возрасту преобладает в основном лица пожилого возраста, старше 60 лет, да? И средний возраст у нас 59 лет. По социальному статусу это пенсионеры. 67% наших пациентов это пациенты пенсионного возраста. По национальному, признаку 68% это коренные наши жители якутской национальности. По половой принадлежности, если в 2020 году у нас преобладали мужчины, 51% всех наших пациентов составляли мужчины, то в 2021 году у нас 62% наших пациентов составляют женщины. По каналам госпитализации, наше отделение концентрирует, пациентов со всех лечебно-профилактических учреждений города Якутска и Республики Саха-Якутия. Основные наши поставщики это поликлиники города Якутска 57%. Также переводы из центральных районных больниц пациентов с тяжелым течением. В 2020 году было 16%, за 2021 год 14%. Переводы из других стационарных учреждений, медицинских учреждений города Якутска, если в 2020 году составляло 12%, то за 2021 год количество снизилось 8%. Но это связано с открытием ковидных коек в самих стационарах. По станции скорой медицинской помощи в 2020 году было 17%, в 2013 году чуть ниже стало. И также пациенты к нам обращаются по самообращению 1%. Что касаемо больных с хронической болезнью почек за 2 года, в 2020 году у нас количество больных в принципе-то не меняется. Если в 2020 году у нас прошло 961% с хронической болезнью почек в разной стадии, составляло 35%, то за 2021 год также количество увеличилось с увеличением всех госпитализированных пациентов и составляет, 37%. Что касается хронической болезни почек 5 стадии, если в 2020 году у нас прошло 24% из всех больных, страдающих хронической болезнью почек, то в 2021 году количество чуть снизилось, составляет 14%. Татьяна Викторовна. Из всех, я вкратце быстренько расскажу. Так, из них, из всех пациентов с ХБП у нас на заместительной почечной терапии были 192 пациента за 2021 год, 41 это введенные пациенты в диализ в связи с тяжелым течением ковидной инфекции.
А в 2021 году было чуть больше 254 пациента, из них 20 человек введенных в диализ. Так, ну, среди, значит, умерших хроническая болезнь почек у нас занимает, значит, 26%, идет как фоновое заболевание у 26% от общего количества умерших. И летальность среди пациентов с хронической болезнью почек, если в 2020 году у нас умерло 72%, из них на программном гемодиализе было 11 человек, 8 человек мы только ввели в диализ, и то в 2021 году, конечно, в разы увеличилось 204, и 21 из них были изначально на программном диализе, и 33 пациента, введенных в диализ, у нас, к сожалению, умерли. Ну, преобладают женщины, как и в общей категории, и средний возраст умерших пациентов 69 лет. Если смотреть по нозологии, значит, основная патология приходится на сахарный диабет, то есть хроническая болезнь почек в исходе сахарного диабета 41%, составляет гипертоническая болезнь 28%, ну и системные васкулиты, смешанная нефропатия, и на фоне онкопатологии паранеопластической нефропатии. По пересаженным почкам в 2020 году у нас прошло 4 пациента с пересадкой трупной почки. Из них, значит, летальности в 2020 году у них не было. В 2021 году 7 пациентов прошло, из них 4, к сожалению, умерло. Но это связано с тяжелым течением ковидной инфекции, которые поступили с поражением легких КТ-4 более 75%. По вакцинации, значит, среди пациентов с ХБП, ну, это общая цифра всех вакцинированных, да, у нас 14% только из всех, кто был госпитализирован, 14% только были вакцинированы. Это данные за 2021 год. Что касаемо, значит, больных с хронической болезнью почек, вот за 2021 год вакцинированы всего 248 пациентов из 1442, что составляет 17% всех пациентов с хронической болезнью почек. Из них на программном диализе, к сожалению, вакцину получили только 11 человек. 3 человека гамма-ковид-2, эпивак 5 человек и спутник-лайт 3 человека. Среди вакцинированных на программном диализе у нас умерло 2 пациента. Ну, на этом у меня краткая информация. Все, спасибо за внимание. Спасибо большое. К сожалению, конечно, времени у нас осталось совершенно мало. Значит, в 17:30, то есть по Москве 11:30 у нас будет отключение, поэтому резолютивную часть у всех есть. Я отправлю Олегу Николаевичу, Евгению Михайловичу резолютивную, прошу прощения, часть, и мы, значит, ну, обсудим, скажем, онлайн режиме, да. Сейчас хочу предоставить слово, скорее всего, Галина Романовна, это будет заключительное слово за вами. Вы услышали, увидели, как наша республика работала, и опыт Москвы, и Евгений Михайловича, и как центр наш центр современной нефрологии и диализа позиционируем себя как пациентоориентированный, и сегодня, как по велению, скажем, судьбы, Галина Романовна, как заместителю председателя Межрегиональной общественной организации нефрологических пациентов Нефролига, вам слово. Здравствуйте, уважаемые участники круглого стола. Благодарю за честь принять участие в этом мероприятии. И хочу отметить, что с Марфой Николаевной мы познакомились ровно год назад, когда Нефролига готовила круглый стол по вопросам влияния COVID-19 на нефрологических пациентов. И мне очень приятно, что именно Республика Саха-Якутия выступила с инициативой провести такой круглый стол и представить свою практику, потому что региональное отделение нефрологии именно в Республике Саха-Якутия является одним из старейших наших отделений и традиционно очень активным в сфере защиты прав пациентов. Если говорить о COVID-19, то наша организация
приняла деятельное участие по информированию пациентов. На сайте нефролиги был создан специальный раздел COVID-19, почки, диализ, трансплантация, где мы собрали как российские, так и зарубежные материалы, рекомендации, переводные статьи, маршрутизацию пациентов диализа в регионах. И начали проводить в 2020 году, в конце весны, уже прямые трансляции на эту тему. Первым выступал Сергей Владимирович Готье, COVID-19 и трансплантация. Олег Николаевич рассказывал о том, как COVID-19 влияет на нефрологических пациентов в общем. Затем мы провели несколько эфиров о вакцинации, как реципиентов, так и пациентов диализа. О постковидном диализе у почечных больных тоже Олег Николаевич рассказывал. И, как я уже упомянула, год назад у нас прошел очень масштабный, с проведенным исследованием, круглый стол «Последствия COVID-19 для нефрологических пациентов». Много внимания мы продолжали уделять и вакцинации реципиентов. Несколько раз проводили эфиры и Милосердов Игорь Александрович из центра Шумакова, и диализные нефрологи Валерий Юрьевич Шила, и Денисов Алексей Юрьевич рассказывали о необходимости вакцинации. И эту работу по информированию мы вели в социальных сетях, подчеркивая необходимость вакцинации как пациентов с заболеваниями почек, так и особенно пациентов на диализе. И в тему сегодняшнего Дня почки, который посвящен именно просветительской деятельности, обучению пациентов, я хочу закончить тем, что для нас быть грамотным пациентом, потому что грамотный пациент – это одно из наших самых, наверное, ценных направлений деятельности. Быть грамотным пациентом означает уметь задавать нужные вопросы, адекватно воспринимать информацию, иметь представление о существующих методах лечения, а также знать о структуре учреждения, в которое обращаешься. В заключение я желаю всем участникам и всем тем, кто слушает нас, крепкого здоровья. И со Всемирным днем почки! Спасибо, спасибо большое, Галина Романовна. Спасибо, я хотела бы поблагодарить всех участников. Мы вписались в время, скажем так, осталось 3 минуты. И еще раз повторюсь, резолютивную часть мы правим онлайн, обсудим с уважаемыми участниками. И у кого есть, может быть, вопросы, пожелания? У нас еще 3 минуты. Марфа Николаевна, вы позволите мне? Хорошо, слушаем. Не как резолюция, а я хотел бы поддержать Евгения Михайловича. Я как главный редактор журнала «Клиническая нефрология», это журнал ВАКа, и я предлагаю вам, вашим сотрудникам, которые участвовали сегодня, представить эти материалы в печатном виде, и я с удовольствием их опубликую. Страна должна знать о происходящих, о работе нефрологической службы в Якутии. Я присоединяюсь к словам Евгения Михайловича и с удовольствием приму к публикации. Спасибо большое. Ну, да, я опять же возвращаюсь к общей позиции о максимальное информирование о работе и пациентских организаций, и врачебных организаций, и профильной комиссии, как Нефтьевской, да, и помимо бумажной публикации, журнальной, да, может быть, более оперативно мы сможем основные моменты на сайте профильной комиссии, да, мы с Марфой Николаевной обсудим, что мы делаем, ну, хорошо. Какие-то элементы презентации, фотографии, очень оперативно, хорошая будет. Хорошо. Демонстрация работы нашей общероссийской нефрологической команды. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Ну, буквально, значит, Николаю Николаевичу хотелось бы предоставить слово, скажем, заключительное. Скорее всего, мы в тандеме 2 года спасали жизни людей. Николай Николаевич, прошу вас.
Спасибо, Марфа Николаевна. Добрый день, уважаемые участники круглого стола. Я вас приветствую и поздравляю вас с Международным днем почки, наших коллег, врачей-нефрологов, всех, кто сегодня работает на страже здоровья нашей населения Республики Саха-Якутия и Российской Федерации. Сегодня вот круглый стол состоялся, очень интересные темы, и действительно Республика Саха-Якутия впервые столкнулась с коронавирусной инфекцией больных почечной недостаточностью. Ну, мы уже 17 марта 2020 года нулевой больной поступил. Наша многопрофильная больница рассчитана была до ковида 540 коек в составе перинатального центра, инфекционного корпуса, поэтому у нас инфекционный корпус, поэтому сейчас считается у нас ковидный центр по всей Республике Саха-Якутия, где рейсом привозят очень тяжелых больных. У нас реанимационная койка создана для ковидных больных. И очень отрадно, когда Марфа Николаевна вот в одном корпусе наши врачи работают, и действительно перевод, никакой транспорта не надо, теплым переходом уже и реанимационные службы, и инфекционное отделение, и они в очень тесном контакте работают. Поэтому желаю всем участникам здоровья, самое главное. Не болейте, берегите себя. Спасибо. Спасибо большое. Ну, уважаемые коллеги, спасибо, благодарю всех за участие, за активное участие. И круглый стол считаю закрытым. Спасибо.